Александр Александрович Савин, пожалуйста. Калужская область, комитет по регламенту. Спасибо, уважаемая Тина Ивановна. Уважаемый Константин Анатольевич, в своем выступлении вы отметили, что государственные юридические бюро уже созданы в 43 наших субъектах. А в следующем году планируется создание бюро еще в 9 регионах. Но это только чуть больше половины наших субъектов Российской Федерации. Учитывая, как вы тоже сказали в докладе, что в регионах бесплатная юридическая помощь оказывается и в других форматах. Адвокаты, уполномоченные по правам. Сейчас создан фонд «Защитники Отечества». Ставит ли министерство задачу создания государственных юридических бюро во всех субъектах Российской Федерации? Да, мы Спасибо. такую задачу себе ставили, ставим и будем ставить, потому что действительно вот эта форма оказания бесплатной юридической помощи, она показала свою эффективность. Я могу сказать, что у нас лучшая практика – это Ульяновская область. На 23-й год там, кстати, региональным бюджетом забюджетировано 43 миллиона рублей на этот институт. И я могу сказать, что они на сегодняшний день представлены в каждом муниципальном образовании районного уровня. Вот в то же время у нас есть субъекты, где забюджетировано 60 тысяч рублей на год, да, соответственно, 80 тысяч, 300 тысяч рублей. Вот, поэтому, естественно, за эти деньги невозможно там что-то сделать. Там, ну, например, там в одном субъекте, как-то там, где были ответственны адвокаты, мне на полном серьезе руководитель регионального адвокатского сообщества говорит, что мы нормально работаем, у нас все хорошо. 9 консультаций за год мы оказали. При этом там право на бесплатную юридическую помощь имели 50 тысяч человек. Вот, поэтому, ну, о чем мы говорим, да, вот жизнь показала, да, что примерно для того, чтобы создать Госюрбюро, и оно начало свою работу, это надо 10-20 миллионов. Не все регионы сейчас готовы, но тем не менее постепенно мы переламываем. Вот если помните, когда я у вас был в 2021 году на большом заседании, мы говорили о том, что у нас 18 было создано бюро, то есть вот, условно говоря, в год у нас получается где-то создавать 12 госюрбюро. Да? В начале следующего года у нас уже проработка на 9 есть. Но будем дожимать. Вот просили бы тоже помощи. Пока, в общем-то, у нас не получилось эффективно сработать с Минфином вот, в плане того, чтобы федеральный бюджет тоже участвовал в этом. Но мы стараемся. Мы, например, получили сейчас 94 автомобиля. Это офис на колесах, которые раздали. Плюс мы создаем так называемые кварталы и дома юстиции, где предусматриваем мощности офисные для государственного юрбюро и на безвозмездной основе передаем их регионам. Ну, понятно, что этого недостаточно. В федеральном бюджете должна быть строчка о том, чтобы федеральный бюджет участвовал в этой работе. Я напомню, что у нас на сегодняшний день право на бесплатную юридическую помощь имеет 34 миллиона наших граждан. Спасибо. Ирина Валерьевна Рукавишникова, Ростовская область, комитет по конституционному законодательству. Пожалуйста. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Уважаемый Константин Анатольевич, хочу поблагодарить вас за то, что ровно год назад вы поддержали идею сенаторов, идею Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации о создании единого портала правовой информации. Он сейчас признан успешным в 10 пилотных регионах. Вы сказали, что планируете его масштабировать в следующем году. Вопрос такой. Видите ли вы какие-то проблемы вот, в реализации этой идеи и какие нужны предложения от нас, может быть, и от регионов для того, чтобы в скорейшем времени этот проект был введен во всех субъектах Российской Федерации? Спасибо. Честно говоря, особых проблем я не вижу. Надо просто вот, создать под это, как говорится, инфраструктуру и ее запустить. Мы планируем, что у нас в следующем году эта система заработает повсеместно. И в 10 пилотных регионах она очень хорошо себя показала. Максим Михайлович, у нас 45 тысяч, да, оказано, 45%, прошу прощения, 60% даже, да, всех консультаций вот в этих 10 пилотных регионах уже идет через эту электронную форму. Ну, плюс там у нас еще появится сегмент искусственного интеллекта, робот, там типовые ситуации и так далее. И мне кажется, это все это будет помогать, и люди уже сами могут пользоваться. Ну и потом, в принципе, достоинство этой системы, наверное, состоит в том, что туда может обращаться любой гражданин Российской Федерации, вот, а не только те люди, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. То есть она как бы с точки зрения именно формата айтишного, да, она универсальна, она для всех. А вот что касается уже это устных консультаций или, так сказать,
с ведением дел по представлению интересов, то здесь эта работа может осуществляться только в отношении граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь.